Дорогие друзья, Гажаной Ишьёс. Праздник, который вот-вот войдет в каждый дом, на этот раз станет особенным. Мы не просто переворачиваем страницу еще одного года. Мы вместе открываем дверь в новое столетие нашей республики, которая по праву может гордиться щедрой природой, самобытной культурой и своим главным богатством – людьми. Искренними, трудолюбивыми, целеустремленными, настоящими людьми дела. Эти несколько минут я хочу посвятить вам, людям, без которых невозможно представить развитие Удмуртии. Это врач-реаниматолог Алексей Калмыков и еще тысячи врачей, фельдшеров, медсестер и в крупных больницах, и в отдаленных амбулаториях. 2019 год мы объявили годом здоровья, но внимание к здравоохранению на этом не заканчивается. Сейчас перед нами новые вызовы, с которыми нам предстоит справиться в ближайшем будущем. Это учитель Татьяна Бисерова, и с ней все учителя, педагоги, воспитатели, благодаря которым образование Удмуртии в пятерках лучших в стране. А наши дети выходят во взрослую жизнь хорошо подготовленными. Это семья Алены и Сергея Безносовых, где воспитывают 12 детей, а с ними и все семьи в республике. Мы приняли новые меры поддержки для многодетных родителей. Мы уверены, что это сделает вашу жизнь немного проще и счастливее. Это художественный руководитель Константин Михряков и его инклюзивный театр «Надежда», которые подарили зрителям самые светлые чувства в год театра. Благодарю всех деятелей культуры за прекрасную работу. Она отмечена на самом высоком уровне. Это ветеран Великой Отечественной войны Антон Матвеевич Чернышов. А с ним все, кто служил и сейчас продолжает верно служить Родине. Это Айдан Минигараев, выпускник, победитель чемпионата WorldSkills 2019 года, и другие упорные, трудолюбивые ребята, подтверждающие свои знания на всероссийских и международных турнирах. Это бульдозерист Павел Захаров, и с ним сотни людей, которые трудятся на дорогах Удмуртии. Благодаря вам республика вновь стала лидером рейтинга национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это команды Завьяловского, Алнашского, Силтинского районов, победители летних сельских игр, а с ними и все жители республики, выбравшие для себя спорт и активный образ жизни. Это промышленники, предприниматели, труженики сельхозпредприятий и коллективы наших компаний. Именно вы закладываете крепкий фундамент экономики республики, а значит ее будущее. Мои особые поздравления всем, кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, управляет поездами, охраняет общественный порядок и обеспечивает безопасность. Мы вместе в эту новогоднюю ночь. За плечами остается год, наполненный свершениями, которые стали реальностью благодаря нашей совместной работе. День оружейника, столетие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, 260-летний юбилей Воткинского завода. Эти события сделали Удмуртию центром внимания всей России. В 2020 году нам вновь предстоит объединиться вокруг больших и важных дат. 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Столетие государственности Удмуртии. 180-летний юбилей со дня рождения Петра Ильича Чайковского. 260-летняя годовщина с момента основания Ижевского металлургического завода, а значит и Ижевска. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне. Пусть в домах и семьях царят уют, гармония и благополучие. Пусть все достижения уходящего года станут крепкой основой для новых свершений в 2020 году. Уверен, что ваши мечты воплотятся в жизнь, а от себя и от команды Удмуртии мы обещаем приложить максимум усилий. Удмуртия меняется и меняется к лучшему. И эти перемены коснутся каждой семьи и каждого жителя. Процветания и успехов тебе, моя Удмуртия! С Новым годом! Вы Арен!